На неделе исполнилось 10 лет трагическим Ошским событиям, причиной которых стала апрельская революция с ее ненавистным многими парламентаризмом, плюс несколько попыток нового переворота за 2 месяца, с апреля до июня, в ходе которых встал во весь рост и сепаратизм. И до сих пор нет полного осмысления событий или академического исследования, а у тех, кто рассказывает, у каждого своя правда. Более подробно в сюжете Андрея Токумбаева. В среду исполнилось 10 лет со дня начала июньских событий, одного из самых трагических эпизодов истории Кыргызстана. За 5 дней, с 10 по 15 июня 2010 года, в результате межэтнического конфликта в Оше погибло, по официальным данным, более 400 человек, но некоторые предполагают, что много больше. Чудовищная волна убийств и погромов началась 10 июня поздно вечером в 3 районах южной столицы, близ казино, общежития и филармонии. Формальным поводом послужил слух об изнасиловании кыргызских девушек группой лиц, якобы причисляющих себя к узбекской диаспоре. Весть об этом разнеслась молниеносно, и вскоре власти уже были не в состоянии сдержать разбушевавшуюся толпу. Хронологию страшных 5 дней приводит в своем отчете Национальная комиссия по всестороннему изучению причин, последствий и выработке рекомендаций по трагическим событиям. 10 июня 22:00 начало вооруженных столкновений близ общежития филармонии и казино. 11 июня 2:00 Временное правительство объявило чрезвычайное положение в Ошской области, ввело комендантский час. 12 июня 4:00 начались поджоги и мародерство возле Фрунзенского рынка в центре города. В Наримане сельчане из числа представителей узбекской диаспоры перекрыли магистраль, ведущую из Оша в аэропорт города и Бишкек. 13 июня участники из числа узбеков возвели баррикады на перекрестке Сампа. В Оше снизились масштаб и интенсивность массового насилия, но в 16:00 представители узбекской стороны конфликта убили начальника управления внутренних дел Карасуйского района и его водителя. Временное правительство объявило чрезвычайное положение в Джалалабадской области, ввело комендантский час. 14 июня в Оше и Джалалабаде спорадически продолжались случаи убийств, изнасилований, мародерства, захвата заложников. 15 июня ситуация стабилизировалась, силовики планомерно ликвидировали очаги вооруженных столкновений. В отчете комиссии, представленном 10 декабря 2010 года, также указано, в Оше, Ошской и Джалалабадской областях было обнаружено 426 трупов, из которых опознан 381. А ряд независимых экспертов уверяют, что уже в первые дни беспорядков погибло около 800 человек, и общее число погибших превышает 2000. Согласно официальным данным, телесные повреждения получили более 1900 участников, а тысячи представителей узбекской диаспоры стеклись те дни к контрольно-пропускным пунктам на кыргызско-узбекской границе. Узбекские власти тогда утверждали, что во время и после событий они приняли около 111 тысяч перемещенных лиц, большинство из которых составляли женщины и дети. Узбекистан открыл границу 11 июня. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на территорию соседнего государства ушли около 300 тысяч человек. Большинство из них вернулись в Кыргызстан в начале июля. В январе 2011 года в УВКБ сообщили, что к тому моменту невозвращенцами остались 169 500 перемещенных лиц. Впоследствии некоторая их часть, в основном этнических узбеков, воспользовавшись статусом беженца, эмигрировали в США и Европу. А как сказал в разговоре с корреспондентом Пятого один из свидетелей тех событий, президент Сооронбай Джейитбеков, бывший тогда губернатором Ошской области, сыграл ключевую роль в том, чтобы те события не превратили юг страны в очаг затяжного, масштабного межэтнического конфликта. Сооронбай Шарипович, как глава крупнейшей области, Ошской области, он играл ключевую роль. Сооронбай Шарипович, там действительно, он как кыргыз, он как сказать, руководитель области, он не допустил между согласия. И личная его роль огромный. Вот что в частности делал в те дни Сооронбай Джейитбеков, говорит экс-омбудсмен. Он организовал молодежь, организовал кыргызов, русских, он сам ходил среди узбеков, организовал вот это все встречи аксакалов, кыргызов, узбеков. Выступил по телевидению. Такие меры были крайне необходимы, поскольку многие участники межэтнического столкновения в Оше и Джалалабаде даже не подозревали, пешками какой игры сделал их гнев, направляемый закулисными игроками. Они, вероятно, надеялись, что конфликт перейдет в фазу, когда для его урегулирования потребуется привлечь миротворческие силы ОДКБ. При таком исходе внешней силы было бы проще навязывать свою политическую волю. Для этого достаточно было, чтобы беспорядки перекинулись на линию границы. Уже на следующий день, 11 июня, тогдашний президент России Дмитрий Медведев сказал журналистам на проходившей в Ташкенте встрече глав стран ШОС, что силы ОДКБ можно задействовать при условии нарушения границ государства, входящего в эту организацию. Но с учетом развития событий добавил:
Пока об этом речь не идет, потому что все проблемы Киргизии коренятся внутри, коренятся в слабости прежней власти, в их нежелании заниматься нуждами народа. Я рассчитываю на то, что все проблемы, которые сегодня существуют, будут разрешены властями Киргизии. Российская Федерация поможет. Но через 2 дня после сказанного, 13 июня, на авиабазу сил ОДКБ в Канте прибыл усиленный батальон 31-й десантно-штурмовой бригады ВДВ России. А 14 июня на экстренных консультациях в Совете коллективной безопасности ОДКБ в Москве председатель российского совбеза Николай Патрушев сказал, что участники встречи не исключили использование никаких средств, которые есть в потенциале ОДКБ и применение которых возможно в зависимости от развития ситуации в Киргизии. К слову о развитии ситуации. Вот что сказал в отчете по результатам событий, сделанным ЮНОСАТ, программой ООН по применению спутниковой информации в оперативных целях. В Аше, Джалалабаде и Базар-Кургоне повреждены 2843 здания. Из них 2677 полностью разрушены, 166 серьезно повреждены. Об изощренной жестокости погромщиков свидетельствует, например, показанный в 2010 году на одном из российских телеканалов случай с неким пожилым ашанином, выжившим после погрома. Как поделился с журналистами сосед Аксакала, напавшие убили сыновей старика, сожгли дом, но жить оставили, чтобы тот смог рассказать обо всем остальным своим родственникам. Его заставили, говорят, вот смотри, как твои сыновья дома горят, говорит. Вот смотри, вот поэтому мы тебя живым оставляем. Что ты вспоминал на всю жизнь. Ты, говорит, и так сдохнешь, старик говорит. Вот поэтому его живым оставили. Началу беспорядков способствовал и бывший президент, свергнутый 7 апреля и бежавший на юг страны. 13 мая 2010 года люди Бакиева захватили здание областных госадминистраций в Аше, Джалалабаде и Баткене. Объявили, что назначили своих губернаторов, намерены свергнуть временное правительство и якобы направили на Бишкек полчища головорезов численностью более 25 тысяч человек. В сложившейся обстановке пытались управлять ситуацией многие силы и их представители, вплоть до лидера ОПГ по прозвищу Черный Айбек. Об этом делится воспоминаниями экс-омбудсмен Бактыбек Аманбаев, бывший в 2010-м вице-мэром Аша. Местные некоторые сепаратистские силы тоже воспользовались этим моментом. Это конфликт со стороны, если посмотреть, межнациональный конфликт. Конфликт, который произошло между между кыргызской и узбекской национальностью. На самом деле она не была конфликт межнациональный, потому что простой народ, простой кыргызский народ, узбекский народ, они жили веками руку об руку. Они еще будут жить. Кстати, о мнимых межнациональных разногласиях. Вернуть захваченный мятежниками офис Джалалабадской областной администрации помог Временному правительству руководитель узбекской диаспоры, предприниматель Кадырджан Батыров, экс-депутат Джугурку Кенеша. Но при этом Баеве ему инкриминировали якобы участие в организации июньских событий, возбудив уголовное дело по обвинению в разжигании межнациональной вражды. Еще во время тех событий он бежал из страны, получил политическое убежище в Швеции и скончался 4 декабря 2018 года на Украине, в Одессе. Он и десятки других подобных ему участников стали фигурантами уголовных дел, начатых в ходе расследования причин бойни. Между тем, как уверены некоторые, само Временное правительство тоже невольно способствовало возникновению конфликта. Июнь 2010 – это были последствия апреля 2010. Почему? Потому что мы мониторили, наблюдали, что Временное правительство увлеклось с разделом власти, разделом ресурсов. Они, может быть, как-то высказывали какие-то мнения, что необходимо соблюдать согласие межэтническое, да? Но фактически они не были заинтересованы, чтобы после второй революции 7 апреля 2010 года действительно в стране начались бы реформы реальные. По факту событий к декабрю 2010 года было возбуждено 5162 уголовных дела. Задержано 306 лиц, из них 271 взят по стражу. Можно сказать, титанический труд по расследованию виновников и причин трагедии завершен, уверен экс-омбудсмен. Сейчас, по-моему, не раскрыто осталось более 15 уголовных дел, которые уже 13 или 19 человек, которые пропали без вести. Правильно же? Сперва 59, потом сейчас не раскрыто, не пропали примерно 13-19 человек. Все.
Так не считает лидер правозащитного движения Бердуйно Кыргызстан. По ее мнению, немало уголовных дел по июньским событиям требуют пересмотра объективного, неангажированного политически и осуществляемого в соответствии с законом. Июнь 2010 год, он требует очень тщательного расследования, значит, с учетом рекомендаций международной, значит, комиссии, которая расследовала и дала хорошие рекомендации. Но вы знаете, что глава этой комиссии Ким Маккиньон был персоной нон-грата, и он был вынужден уехать из страны. В среду в Оше президент Сооронбай Джейнбеков почтил память жертв июньских событий 2010 года. Глава государства возложил цветы к мемориальному комплексу «Слезы матерей». В беседе с родственниками погибших и участниками событий руководитель страны выразил им соболезнования и отметил: следы тех трагических дней еще не стерты из людской памяти. Не забыты слезы матери. Память о наших погибших соотечественниках всегда будет в наших сердцах. Мы выстояли с вами, чтобы положить конец конфликту, навести порядок, продолжить мирную жизнь людей. Я все помню. Я всем сердцем чувствую боль и печаль каждого соотечественника, потерявшего близкого человека. Желаю, чтобы это трагическое событие никогда больше не повторялось. Глава государства также подчеркнул, что июньские события являются напоминанием о необходимости сохранения целостности государства и межнационального согласия. Мы – многонациональный народ, который веками жил в гармонии, родстве и братстве. Наши предки жили в единстве, создав славную историю древнего города Ош. Каждый из нас обязан помнить заповеди наших предков и сохранить межнациональный мир и согласие. Мы будем развивать нашу страну совместными усилиями. Кровавые июньские события – уже вторая в новейшей истории попытка сделать Кыргызстан очагом затяжного межэтнического конфликта. Первая, как известно, была предпринята в 1990 году, тоже в Оше и тоже в июне. Научатся ли граждане страны быть единым многонациональным народом, не превращая свою принадлежность к различным этническим группам в повод для разногласий? Андрей Такамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал, главные итоги.